В Вашингтоне прошел вечер гордости в честь Нури Туркеля. Вечером 20 июля уйгурский правозащитный проект провел в Вашингтоне округ Колумбия Ночь гордости, посвященную Нури Туркелю, бывшему председателю Американской комиссии по международной религиозной свободе. В церемонии приняли участие бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, известный политик Нэнси Пелоси, бывший депутат Национальной ассамблеи Фрэнк Вольф и многочисленные представители правительства США, Национальной ассамблеи и политических организаций. Также присутствовали несколько членов канадского парламента под представительством Самира Зубири, Талкуна Исы, президента Всемирного уйгурского конгресса, представители гонконгских демократов и представители уйгурской общины недалеко от Вашингтона. Си Цзиньпин призвал усилить контроль над вооруженными силами. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все подразделения Коммунистической партии Китая усилить контроль над вооруженными силами и поддерживать строгую дисциплину. Си Цзиньпин сказал, что власти стремятся сделать Народно-освободительную армию Китая одной из лучших вооруженных сил в мире к 2027 году, к столетию со дня ее основания. Китай и США продолжают диалог по вопросам изменения климата. Министерство экологии и окружающей среды Китая объявило, что Китай и США ведут диалог по изменению климата в Пекине. Согласно заявлению министерства, специальный представитель Китая по вопросам изменения климата Сэ Цзиньхуа и его американский коллега Джон Керри встретились в Пекине и обменялись мнениями о совместном решении проблемы изменения климата, а также о реализации соглашения, достигнутого лидерами двух стран на индонезийском острове Бали. Китай разжигает кризис. Министерство обороны Тайваня сообщило, что Китай направил 32 военных самолета и 14 военно-морских судов вокруг острова. Министерство сообщило, что они следят за деятельностью военной техники с помощью системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, и что их собственные машины обороны и патрули также были развернуты на месте. Принят законопроект о запрете продажи стратегических запасов нефти Китаю. Сенат США принял законопроект о внесении поправок в закон об ассигнованиях на национальную оборону, который запрещает продажу стратегических запасов нефти Китаю. Сенат США внес серьезные изменения в ежегодный законопроект 20 июля, и в случае одобрения экспорт стратегических запасов нефти в Китай будет запрещен, сообщает «Голос Америки». Железнодорожный вокзал затоплен в Китае. Высокоскоростная железнодорожная станция в городе Уси, провинции Цзянсу, в восточной части Китая, была затоплена из-за проливных дождей. Метеорологическая обсерватория Цзянсу Уси повысила уровень тревоги до красного, предупреждая о сильном дожде и грозе.